Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами встречаемся на нашем вебинаре по теме «Дети с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательной школе». Но сейчас больше половины российских первоклассников имеют логопедические нарушения разной степени тяжести. И мы должны с вами понимать, что не всякое нарушение является препятствием для обучения в массовой школе такого ребенка. Как правило, серьезные нарушения речи, они не возникают сами по себе и развиваются на фоне родовой травмы, перенесенного тяжелого заболевания или какой-то серьезной педагогической запущенности. Обычно дети с такими расстройствами к 7 годам уже находятся под пристальным наблюдением врачей, в данном случае невролога чаще всего, и логопеда поликлиники, если есть в поликлинике логопед. Рекомендация о том, что ребенку нужно обучаться по адаптированной программе основного общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, либо начального общего образования, принимается по итогам обследования в территориальной или в центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Обратите внимание на то, что школьный логопед не уполномочен принимать подобные решения. Он может всего лишь обратить внимание родителей на то, что их ребенку, возможно, будет тяжело успевать по программе массовой школы из-за логопедических нарушений. Ну и мы с вами давайте поговорим, кто же такие дети с нарушением речи. Это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи. Если мы с вами обратим внимание на федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то это будет как раз вариант 5.1. И к варианту же 5.1 относятся дети с общим недоразвитием речи 3-4 уровня речевого развития различного генеза. Да, например, при минимальных дизартрических расстройствах, при ринолалии, то есть дети, у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. Также к детям с тяжелыми нарушениями речи относятся дети со 2 и 3 уровнем речевого развития по Розе Евгении Левиной при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании. Если мы опять же обратимся к федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то это как раз у нас будет вариант 5.2. Также дети, которые имеют нарушение чтения и письма, и дети, не имеющего общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. Вот это те дети с тяжелыми нарушениями речи. Это их логопедические заключения. Кратко просто, чтобы вы понимали, мы сейчас с вами не будем прямо обращать внимание большое на речевые нарушения, просто чтобы для понимания чисто вот вас как педагогов, что же это такое алалия. Это когда у ребенка полностью или почти полностью отсутствует речь при хорошем фонетическом слухе. Мы должны с вами понимать, что различают моторную и сенсорную алалию, и при моторной алалии ребенок не может произносить звуки, слова, соединять их в предложения и не чувствует грамматики языка. При сенсорной алалии не различает или очень плохо различает чужую речь, словно с ним говорят на иностранном языке, то есть ребенок нашу речь с вами не понимает. Что такое дизартрия? Это нарушение именно звукопроизношения, произношения. Все звуки ребенок произносит нечетко, смазанно, у него может быть слабый голос, либо наоборот резкий такой, которым он не вполне владеет. Темп речи у такого ребенка может быть замедлен, может быть наоборот слишком ускорен. Речь недостаточно плавная при дизартрии у детей. Такие нарушения очень часто встречаются у детей с детским церебральным параличом, с поражениями нервной системы. И общее недоразвитие речи это такое понятие, в которое входят самые разные речевые расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы. Страдает и лексика, и грамматика, и фонетика. При этом слух и интеллект остаются сохранным.
Признаки общего недоразвития речи – это аграмматичная, малопонятная речь, крайне скудный словарный запас и затруднения при выражении своих мыслей. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это когда у ребенка нарушены и звуковой анализ, и звукопроизношение. Он не может составить целое слово из последовательности звуков, не может последовательно назвать все звуки слова. Бывает, что даже в собственной речи ребенок все звуки произносит верно, но на письме совершает характерные ошибки. Например, путает глухие согласные с парными звонкими. Да? Ну, например, зуб пишет как суп или дуб как туп. Для него это одно и то же. Дислалия – это нарушение звукопроизношения. Очень распространенная проблема. Дети неправильно выговаривают те или иные звуки. Самыми сложными, естественно, являются л, да, ч, ш, с, з, р. Как правило, поставить ребенку звуки наименее серьезная такая логопедическая проблема, если за ней не стоит более какое-то серьезное нарушение. То есть с дислалией справится логопед достаточно быстро. Ринолалия – нарушение устной речи, которое связано с излишним или недостаточным резонированием в носовой полости. Как правило, причина тому – механическое нарушение речевого аппарата, например, расщелина неба. И такие нарушения обнаруживаются еще в раннем детстве. На бытовом уровне это звучит как излишняя гнусавость, ребенок говорит в нос. И часто не вызывает тревоги у родителей. Однако, если в течение долгого времени ребенок слышит собственную искаженную речь, со временем это оказывает влияние на его и звуковосприятие. И заикание. Мы с вами, наверное, все хоть раз слышали таких людей, да? Это частое повторение звуков, слогов, нарушение ритма речи, частые остановки. Часто заикание имеет невротическую природу, поэтому ребенка с этим нарушением речи всегда наблюдает не только логопед, но и невролог. Заикание из тех нарушений, которые заметны сразу. Поэтому часто родители готовы активно помогать ребенку, заниматься с ним, водить к специалистам и так далее. Всегда ли сразу ясно, что у ребенка есть нарушение речи? К сожалению, нет. Часто учитель, взяв первый класс, в течение примерно полугода не может распознать, что у кого-то из его учеников есть какое-то логопедическое нарушение. Конечно, сейчас мы не говорим о нарушенном звукопроизношении, о заикании, других проблемах, которые лежат на поверхности, да, и вы узнаете это сразу. Есть более глубокие нарушения, которые не проявляют себя до тех пор, пока вы не начнете писать с детьми диктанты и просить их читать вслух. Что же может насторожить педагога? Присмотритесь к своему ученику повнимательнее. И если он не может выделить гласные в словах, прохлопать, простучать слово, не может дифференцировать твердость и мягкость согласных, а звук «л» и звук «л» для него одно и то же. Причем он может произносить все звуки правильно и делать ошибки только на этапе анализа. Ребенок не может распознать букву по образу. Естественно, мы должны на это обратить внимание только в том случае, если мы точно с вами знаем, что ребенку уже неоднократно показывали буквы. Это не с первого раза, что не определяет, значит, все, какие-то есть логопедические проблемы. Ребенок систематически пишет приставки отдельно от слов, а предлоги слитно. Систематически. Пишет слитно все слова в предложении без пробелов, одним длинным словом. То есть он не чувствует границ предложения, не ставит заглавную букву в начале, игнорирует точку в конце предложения. Опять же, хочу повториться, что это не самое начало обучения. Да? Мы с вами понимаем, что ребенок, который только-только пришел в школу, он, возможно, действительно будет не ставить заглавную букву и игнорировать точку в конце предложения. Обычно, конечно же, первый короткий самый диктант может сразу нам показать подобные ошибки. Но все
здесь сейчас то, что вы видите на слайде перечислено, оно может оказаться и ложной тревогой. Часто ребенок просто не понимает самого принципа, что от него требуется, да? Стесняется, либо слабо подготовлен к школе. Но, к сожалению, часто дело оказывается именно в логопедическом нарушении, и все это может в дальнейшем грозить нам дисграфией. Что же такое дисграфия? Это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью или распадом психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. По МКБ-10 есть даже такой диагноз у наших медиков, это F81. Мы с вами сейчас не будем углубляться в классификации, виды дисграфии. Наша с вами задача определиться, логопедическое ли это нарушение, надо ли обращаться к логопеду, надо ли родителям советовать, чтобы они все-таки обратились, да, к специалисту. И вот сейчас перед вами как раз примеры дисграфических ошибок. Вы можете обратить внимание, возможно, вы, конечно же, такое уже видели подобные ошибки, и, возможно, они вот как раз натолкнут вас на мысль, что кто-то из ваших детей пишет точно так же, и это, естественно, будет говорить о том, что надо срочно родителям говорить о том, чтобы обращались родители к логопеду. Вот у нас с вами перед акустическая дисграфия, грамматическая дисграфия, да? При акустической дисграфии, если вы обратите внимание, отмечается недифференцированность слухового восприятия, то у ребенка недостаточно развит звуковой анализ и синтез. Здесь частые ошибки будут смешение, пропуски, замены букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляции и по звучанию. Да? Вот. Ребенок путает КГ, ТД. А также отражение неправильного звукопроизношения на письме. Очень часто бывает, если ребенок не произносит какой-то звук, да, то он его и на письме будет неправильно писать. Часто детки заменяют звук «р» на звук «л». А грамматическая дисграфия характеризуется несформированностью у ребенка грамматических систем. На письме это проявляется в неправильном употреблении, согласовании слов, окончаний слов, предлогов. Посмотрите, пожалуйста. Оптическая дисграфия. Ну вот тут вот на слайде вы видите, что еще такое желтенькое у нас замена смешения звук. Тоже обратите внимание, смешение букв, да. Ребенок может заменять звонкие глухие согласные, включая их мягкие пары, и твердые мягкие согласные, отражающиеся в смешении гласных букв между собой по вертикали. Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы ребенком не узнаются, они не соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному, и вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме. То есть, вот если вы сейчас обратите внимание на слайд, вот со звуком, с буквой, да, «д», по-разному воспринял ребенок. Сначала как «у», затем как «в». Наиболее часто наблюдается смешение рукописных букв «п», «н», «п», «и», «у», «и», «ц», «щ», «ш», «и», «м», «л», «б», «д», «п», «т», «н», «к». В тяжелых случаях оптической дисграфии письмо слов вообще невозможно. Ребенок пишет только отдельные буквы. В ряде случаев, особенно у левшей, имеет место зеркальное письмо, когда слова, буквы, элементы пишутся справа налево. Мы сейчас с вами опять же не путаем 6-летнего, 6,5 лет ребенка, либо только начало обучения, когда у нас дети, да, букву пишут, да, в другую сторону иногда, и неправильно пишут, но это очень быстро исправляется у них, то есть они понимают, да, через какое-то время, как правильно писать эти буквы. Это не оптическая дисграфия. Вот когда есть регулярная
регулярные ошибки, мы можем говорить о том, что это логопедическое нарушение. Моторная дисграфия, либо вот моторные ошибки. Здесь характерны трудности движения руки во время письма у ребенка. То есть нарушение связи моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами. Выделяют еще дисграфию на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Я вам говорила вначале, что классификаций несколько по дисграфии, поэтому тут просто у вас, чтобы вы понимали, перед вами именно ошибки, которые вы можете встретить у своих учеников, и понимали, чем они вызваны. Ошибки звукового анализа и синтеза на письме проявляются в искажениях структуры слова и предложения. И наиболее распространенными при этой форме дисграфии являются искажения звукобуквенной структуры слова. Вот вы сейчас на слайде видите такой пример. Пропуски согласных при стечениях, пропуски гласных, возможно, перестановка буквы, добавление букв, пропуски добавления перестановки слогов целых, нарушение деления предложения на слова. Еще существует смешанная форма дисграфии. Сейчас у вас вот пример на слайде, когда мы видим с вами элементы, да, разных нарушений. Тут и звуковой анализ и синтез, и оптическая дисграфия встречается, и акустическая. Ну и следующее нарушение, которое влечет за собой, не всегда бывает вместе, но очень часто дисграфия встречается совместно с дислексией. Да? Это частичное специфическое нарушение процесса чтения, которое обусловлено несформированностью высших психических функций, проявляющейся в повторяющихся ошибках стойкого характера. В медицинской классификации болезней это F81.0. Чтение вообще представляет собой сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют различные анализаторы. Это и зрительный, мы с вами знаем, и речедвигательный, и речеслуховой. И в основе его лежат сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных систем. Какие же проявления дислексии у нас могут быть у наших учащихся? Ребенок не осваивает буквы, не осваивает слоги из 2-3 букв, слова читает целиком по отношению к картинке. Ну, видели, наверное, да, понимаете, о чем речь. Когда ребенок видит картинку, называет эту картинку. Старается избегать уроков чтения. Вообще этот урок является для него стрессом. У такого ребенка частые ошибки в устной речи. Читает он медленно, с ошибками, и возникают трудности восприятия сукцессивных рядов, то есть последовательное восприятие информации у него шаг за шагом, сначала первое, потом второе, и только потом третье. У такого ребенка возможны трудности пространственно-временной ориентации и ошибки в письменных работах, конечно же. Дети при чтении не могут запомнить образ букв, путают графически сходные буквы, теряют строку, могут пропустить строку, реверсия во время чтения, то есть могут обратно вернуться на начало, где начали читать, возможны перестановки звуков. Пример вы сейчас видите на слайде: таскали, тасакали, арбуз, рабуз. Пропуски перестановки слогов, кавана, и механическое чтение. То есть ребенок читает достаточно быстро, бегло, но пересказать прочитанное не может. Это такой собирательный образ ошибок. Да, сейчас, возможно, вы встретите в своей профессиональной деятельности несколько только из того, что сейчас на слайде вы видите, да, несколько ошибок. И все-таки мне хотелось бы вам сказать о том, что существуют эти положительные качества при дислексии и дисграфии. Да?
Если мы сейчас будем говорить, то вот Леонардо да Винчи, гений, картинам которого выстраиваются просто километровые очереди, его изобретения обогнали свое время, да, и тем не менее Леонардо всю жизнь имел большие проблемы с чтением, особенно с письмом. Он к тому же был левшой и писал слева направо. Ученые, которые разбирают его тексты, признавались, что для того, чтобы читать рукописи, приходилось использовать зеркало. Так были исковерканы буквы. Альберт Эйнштейн. У отца современной физики тоже были немалые проблемы с чтением и письмом, вообще с обучением. Многие знают, что он был двоечником, но немногие в курсе, что это было обусловлено как раз не разгильдяйством и ленью, да, стал бы он таким ученым, если он был ленивым, а особенностями развития. Ганс Христиан Андерсен. Удивительно, но мы с вами тоже знаем, что этот всемирно известный писатель-сказочник буквально не умел писать. Его первые, то, что он писал, первые его сказки привлекли внимание публики, театральных деятелей не содержанием, а чудовищной безграмотностью. И над ошибками смеялись все Ганса Христиана, но это его не остановило. Андерсон сочинял сказку в голове и лишь в самом конце изливал ее на бумагу. Бывали случаи, когда издатели, потрясенные безграмотностью автора, вообще возвращали рукописи обратно. Федор Бондарчук. Ему повезло больше всех остальных. Дислексия в сочетании с неусидчивостью, с его хулиганским характером не дала хорошей успеваемости в школе, но дала возможность бурно войти в юность. Даже когда он играет, ну, сейчас говорят, что получше у него все, но он, когда играет роли, то заучивает текст не с печатного листа, а со слов кого-то, да, то есть, ну, говорят сейчас, что он сумел довольно быстро достигнуть хороших успехов в чтении и запоминании ролей. Сейчас все это позади. Владимир Маяковский. То, что он не в ладах с запятыми, мы с вами легко это заметим, да, любой, кто начнет читать его стихи, это принято объяснять собственным стилем. Но формирование этого стиля вообще у Маяковского во многом оправдывается врожденной безграмотностью, в которой он сам не раз признавался. Поэт-дислексик, явление редкое и необычное. И, судя по различным воспоминаниям современников, Маяковскому с трудом давалось чтение. При создании произведений, которые требовали опоры на литературу, материал для него часто подбирал его друг Осип Брик. Он же долгое время проставлял Маяковскому знаки препинания. Поэтому мы с вами должны понимать, что при дислексии и дисграфии возникают у наших учащихся инновационные идеи. Они быстро решают проблемы научного характера, могут проблемы решить интуитивно, правильно. И, естественно, это все творческие люди чаще всего. И сейчас я бы хотела вам предложить несколько упражнений для того, чтобы вы понимали, что как можно на своих уроках там в течение нескольких минут, 5 минут, да, 7 минут с детьми провести некие упражнения, которые приведут нас к коррекции и профилактике дисграфии. Конечно же, если у нас у ребенка такие нарушения, мы с вами обязательно посоветуем родителям обратиться к логопеду, да, и начать заниматься со специалистом. Но опять же, вам тоже будет интересно посмотреть, какие же упражнения можно предложить детям для того, чтобы, особенно первоклашкам, да, и второклашкам, чтобы вот как раз провести некую профилактику этих нарушений. Вот такое упражнение, которое называется филвард. Да, мы просим детей найти и подчеркнуть название птиц, читая буквы по вертикали и горизонтали. Я думаю, что вы все уже этих птиц нашли. Детям это достаточно сложно, но в то же время весело и интересно. Игра пятиминутка, которая еще и развивает и внимание, да, и усидчивость.
Можно поиграть с детьми в морской бой, даже предложить родителям на родительском собрании, да? Прочитай шифры, напиши слова. То есть мы можем с ребенком играть, мы говорим ему цифру, букву, и они собирают слова. Есть такая игра буквы прилипалы. Мы просим ребенка, даем всего-навсего вот одну строку, чтобы это было недолго, не нудно, чтобы это было интересно, где просим вычеркнуть повторяющиеся буквы и получаю составить предложение. Ну там, прочти предложение, либо рассказ, либо запиши его. Такое упражнение, как сбежавшие гласные. Здесь мы просим ребенка вставить в набор из согласных слева гласные, стоящие справа. Видите, да? Всем известные поговорки. Здесь у нас мы даем ребенку текст небольшой, опять же, и просим вставить гласные буквы. Либо просим прочитать, либо просим записать, либо просто вставить, смотря от того, насколько у нас ребенок готов этим заниматься, да, и устал ли он и так далее. То есть мы с вами тут корректируем наши упражнения. Подружи слова. Найди ошибки в употреблении слов и предлогов, маленьких слов. Прочти правильно, запиши. Дети ищут неправильно написанные предлоги, да, зачитывают их правильно, записывают. Следующее упражнение. Найди слова в предложении, раздели их, запиши верно. Мы с вами говорили, что дети, да, часто не разделяют предложения, не пишут начало предложения заглавной буквы, игнорируют точку в конце. Вот как раз такое упражнение дает возможность детям проявить себя с этой стороны. Опять же, дети могут это устно сделать, могут в письменной форме. Так, как вы вообще считаете нужным. Найди границы предложения, поставь точку, заглавную букву. Тут целый рассказ. Дети должны этот рассказ разделить на предложение. Я уверена, что каждый из вас вот эти вот упражнения детям обязательно дает, использует в своей работе. Просто вот как напоминание, что можно вот даже, я еще раз повторюсь, родителям дать на родительских собраниях некие упражнения, с которыми они могут играть со своими детьми. Составьте, запишите предложение, составьте связанный текст из предложения, заглавьте его. Здесь мы играем в шифровальщиков с детьми, расшифруй слова, следи за написанием букв, обозначение шифровки. 3, 2. Следующее упражнение. Расшифруй слова, где буква Б – это стрелочка, которая идет вверх, буква Д – это стрелочка, которая идет вниз. Дети читают можно с доски, можно индивидуально с листа. Чтение однокоренных слов дает возможность детям не только совершенствовать навык чтения, но и восполнять пробелы в развитии лексического запаса слов. Для разнообразия это задание можно выполнить с раздаточным материалом, который состоит из набора слов с похожим звучанием. То есть мы детям предлагаем карточки со словами, их необходимо разложить на 2 столбика по смыслу. А здесь мы можем попросить ребенка помочь ежику и белочке собрать грибы и ягоды, да? Обведи предметы, на которых написаны слоги типа согласный, согласный, гласный синим цветом, а слоги типа гласный, согласный, согласный красным. И если мы с вами понимаем, что дисграфия, дислексия – это нарушения, которые исправляются с помощью
специалиста, да, логопеда, возможно, с включением, с привлечением врачей, невролога и так далее, то у нас очень часто, чаще всего возникает такое нарушение, как дизорфография. То есть отсутствие у ребенка способности к освоению знаний орфографии, навыков и умений, связанных с ней. С этим нарушением количество детей намного больше, чем с дислексией и дисграфией. И я думаю, что у каждого из вас такие дети в классе есть. Какие же это симптомы этого нарушения? Невозможность, ребенок не может запомнить понятие слово, звук, слог. Ему сложно в усвоении правил правописания, да? Отсутствует сформированность навыка производить умозаключения, определять последовательность действий при выполнении письменных заданий по языку. Ребенок приводит неверные примеры на изученные правила, не понимает грамматические признаки орфограмм, у него затруднены задания на подбор родственных слов, разбор слова на составляющие морфемы и безрезультативность выполнения заданий на самопроверку. Дизорфография, наряду с дислексией и дисграфией, относится к нарушениям письменной речи. И вообще дизорфографические ошибки проявляются к концу 2-го, начала 3-го класса, когда школьники осваивают морфологический и словарь, да, синонимы, антонимы, паронимы, фразеологизмы. Традиционные принципы правописания, когда они начинают изучать и применять на письме грамматические правила. Трудности усвоения орфографических знаний и их практического использования обнаруживаются у 80% второклассников, 90% третьеклассников и четвероклассников с общим недоразвитием речи 4-го уровня, обучающихся в массовой школе. Вот у них дизорфография является ведущей причиной неуспеваемости по русскому языку и негативно влияет на личностное развитие, приводит к школьной дезадаптации. А поэтому, конечно же, все равно нуждается в грамотной профессиональной коррекции. Какова же коррекция дизорфографии? Совершенствование фонетико-фонематических компетенций. Здесь мы включаем уточнение звукопроизношения, развитие слуховой дифференциации фонем, слогового анализа и синтеза, работу над ударением. В ходе этой работы решается задача овладения звукобуквенным анализом слова. Сюда же входит расширение лексики. Работа над расширением лексики предусматривает обогащение словарного запаса, уточнение семантики слов, формирование навыков оперирования лексическими единицами в процессе речи, ведется изучение лексических форм. Усвоение грамматических норм предполагает изучение основных характеристик различных частей речи, род, число, склонение, спряжение, время, лицо. В практическом отношении данная работа способствует формированию навыков словоизменения. Работа над словообразованием. Это важный этап коррекции дизорфографии. Здесь происходит усвоение моделей словообразования с помощью приставок, суффиксов, окончаний. И в процессе занятий акцент делается на формировании умения выделять общий корень у родственных слов. В дальнейшем на этой основе строится процесс морфемного и морфологического анализа слова. Сюда же мы к коррекции относим развитие синтаксических представлений. Да? В содержание занятий включается работа с предложением. Мы определяем его структуру, выделяем главные и второстепенные члены, расстановка знаков препинания. Развитие орфографического самоконтроля включает закрепление орфографических правил, формирование умения находить орфограммы, развитие орфографической зоркости, применять к ним изученные правила. Все это вы делаете в своей работе.
Параллельно с коррекцией дисорфографии проводится работа по развитию когнитивных функций, то есть речи, слуховой и зрительной памяти, внимания, языкового мышления, аналитика синтетической деятельности. Данные психические процессы играют существенную роль в освоении основных принципов письма, поскольку способствуют формированию самоконтроля в рамках учебной деятельности. И мы с вами не должны забывать о профилактике этих нарушений, дисорфографии. Мы обязательно с вами должны понимать, что вообще задача на предупреждение расстройства школьных навыков у детей возложена на родителей и педагогов. И, конечно же, миссия семьи – обеспечить ребенку гармоничное физическое развитие, психологическое благополучие, благоприятные условия для формирования высших психических функций. Все имеющиеся пробелы в речевой сфере должны быть устранены до поступления ребенка в школу. Хотелось бы, да, но, к сожалению, из-за того, что у нас, может быть, специалистов не хватает, не всегда бывает так. Либо на первом году обучения, иначе в дальнейшем школьник неизбежно столкнется со специфическими учебными трудностями. Вот как раз дислексия, дисграфия, дисорфография. Большую роль в раннем выявлении нарушений письменной речи играет слаженная совместная работа учителя начальных классов, школьного логопеда и детского психолога. Своевременно начатый систематический и четко спланированный коррекционный процесс помогает преодолеть дисорфографию, справиться с освоением школьной программы. Что делать, если вы замечаете у одного из своих учеников нарушение речи? Вот не то, что мы с вами сейчас говорили о том, что есть нарушения речи, которые видны сразу, да, а вот через какое-то время. Значит, никогда не удивляйтесь тому, что до вас этого никто никогда не замечал. Да, потому что мы с вами уже говорили о том, что не все нарушения сразу заметны, и, возможно, пока ребенок не пытался читать и писать, проблемы были неочевидны. И к тому же логопедические нарушения имеют свойство прогрессировать со временем. Часто родители обнаруживают у ребенка задержку речевого развития, начинают водить его к специалисту и прекращают занятия, как только ребенок достигает видимых результатов. Проходит год, и все неприятности возвращаются снова. А чтобы принять решение о том, насколько тяжелые нарушения речи наблюдаются у ребенка, вы можете вот как раз инициировать созыв школьного психолого-педагогического консилиума. Специалисты консилиума, возможно, будут посещать ваши уроки, наблюдать за ребенком, да, и затем принимать решение о том, как помочь ученику, да. Ну, а все-таки начать можно из более мягкой меры. Обязательно поговорить с родителями ребенка, обязательно. Указать им на тревожные сигналы, мягко, так, как только умеете вы, как педагоги, да, советуя. Убедите родителей показать ребенка логопеду. Главное, никогда не игнорируйте, если вы увидели, что у ребенка есть проблемы. Поверьте, ребенок упорно делает по 10 ошибок в диктантах, пропускает буквы, не слышит гласные не потому, что плохо подготовился. Скорее всего, он действительно нуждается в профессиональной помощи. И делать выводы об интеллекте ребенка тоже не стоит. Логопедические нарушения часто развиваются на фоне сохранного, мы с вами вначале видели, кто такие дети с тяжелыми нарушениями речи, и даже очень яркого интеллекта. Доказательства были перед вами недавно на слайде. Не позволяйте себе мыслить, что ребенок, который плохо говорит, читает и пишет, глуп. Скорее всего, это неправда. И никогда не вините себя. Даже блестящему педагогу бывает крайне сложно научить чему-то ребенка, у которого выявлены логопедические нарушения. В том, что ребенок не успевает, нет вашей вины. А помочь ему должен специалист, учитель, логопед. Пытаться самостоятельно решать проблему не стоит.
Стихи, скороговорки и другие речевые упражнения, показанные здоровым детям, могут только помешать ребенку с логопедическим нарушением. Не пытайтесь самостоятельно ставить ребенку звуки, которые он неправильно произносит, если у вас нет логопедического образования. Да? Если ребенок переставляет слоги в словах и не может запомнить буквы, не давайте ему как можно больше читать на уроках. Так вы только закрепите ошибки. Жалеть ребенка и игнорировать его ошибки, еще раз повторяю, не стоит. Потому что бывает педагог, когда жалеет ребенка, он говорит ему молодец даже тогда, когда тот явно сильно ошибся, и такой метод не полезен. Обычно ребенок и сам отлично понимает, что у него не все получилось. И либо если он не понимает, то вот эти ошибки могут быть закреплены. Обязательно сообщайте об ошибках, хвалите в случае успехов. Ваша объективность пригодится нам тогда, когда ребенок справится со своими логопедическими проблемами и станет учиться наравне со всеми. А я желаю вам успехов в вашей работе. Если есть какие-то вопросы, либо у вас действительно есть дети, у которых вы видите, что есть нарушение речи, устной, письменной, вы можете всегда обратиться в Республиканский консультационный центр. Телефоны, сайт вы видите на слайде. А я желаю вам всего доброго. Большое спасибо за внимание. До свидания.